Вопросов у нас много, причем те вопросы, которые мы не можем откладывать на дальние сроки, так, а есть вопросы, которые требуют очень оперативного, эффективного решения. Ну, во-первых, это, конечно, вопросы, касающиеся сегодня ликвидации последствий наводнения, которое сегодня еще продолжается, в частности, по Колымской группе районов, по Устьянску на Яне. Ситуация там очень тяжелая. Я вот сегодня ночью вернулся оттуда. По всем 3 улусам у нас проблемы гораздо больше, чем в центральных районах, я так скажу, мягко. Так, потому что я вот на Колыму сколько лет езжу, чтобы вот так она разлилась от гор до по всей тундре, так я такого никогда не видел. Вот. Некоторые наши села, например, Походского, только дома стоят из воды, так, больше там ничего не видно. Все улицы, все дворовые территории, полностью все в воде. Вот. И самое опасное то, что вода уходит очень медленно. Вот по Среднеколымску уже сегодня 14-й день, как уровни, они на уровне вот критических стоят, падения практически нет, там 0 сантиметров, минус 1 сантиметр за сутки. Вот. И мы все понимаем, что сейчас скоро будет и вторая волна, вот, так называемая черная вода. У нас еще предстоит дней через 10 наводнений на Алазее, которые тоже мы прогнозируем все, так, и поэтому принятие экстренных оперативных мер, конечно, должно будет проводиться, но правительство сейчас принимает необходимые меры, но я считаю, что и на уровне собрания данные вопросы должны рассматриваться. Насколько я знаю, завтра у нас в повестке дня такой вопрос тоже есть. Вот, Алексей Засимович доложит, он вчера со мной был, вчера-позавчера в Колымских районах. Еще раз говорю, что ситуация тяжелая, трудная, и здесь нам надо всем вместе очень серьезно отработать.